Добрейшего утречка, дорогие мои. Вы на канале Рома не дома. И как вы уже, наверное, поняли из обложки, я сегодня собираюсь возвращаться во Вроцлав. Вот. Но об этом попозже вам расскажу. Сейчас у меня 8 утра. Собираюсь на работу. В течение недели я здесь себе организовывал быт, жилье, новый этот переезд, новую работу. Вот, поэтому поеду немного поработаю. А после обеда, скорее всего, буду выдвигаться во Вроцлав. Это мне займет в среднем около 2 часов. Вот. И когда буду возвращаться, когда уже там приеду, то я вам покажу и расскажу, для чего я возвращаюсь, что я оттуда буду забирать. Вот. Ну и, возможно, покажу немного дорогу, потому что там будут очень интересные моменты, которые хотел бы вам показать, поделиться с вами. Ну что, теперь погнали на работу. Так выглядит наша лестничная клетка. Старое здание. Такой резкий переход. Только что ехал на работу, а уже дома. Я на сегодня уже отработал. Быстренько заскочил домой, выпить кофейку. Вот. И сейчас за мной заедет товарищ. Он меня отвезет во Вроцлав. И я буду забирать свою машину. Вот. Поэтому увидимся, наверное, скорее всего, уже во Вроцлаве. Вот. Когда я буду пересаживаться на свой автомобиль и возвращаться уже сюда обратно в свою провинциальную местность. Ну что, вот я и во Вроцлаве. Погода здесь страшно сильно испортилась, идет дождь. Просто всю дорогу, пока я сюда ехал во Вроцлав, шел дождь. Вот, и я заехал купить себе перекусить. Покажу машинку, которую я забираю. Вот, и на ней возвращаюсь. Вот ради этого я сюда возвращался, во Вроцлав. Это моя последняя вещь, которая здесь была, в этом городе. Поэтому что-то еще вам покажу по дороге, не переключайтесь, будет очень интересное место, если, конечно, дождь не разгонит то, что я хочу вам показать. Сейчас быстрый перекус, допиваю кофеек и выдвигаюсь. Впереди больше 2 часов дороги. Вот, поэтому, кстати, по дороге, возможно, еще запущу стрим. По пути еще снимаю немножко на камеру для ролика. Постараюсь завтра выложить ролик. Надеюсь, получится, если не собирается материала. Потому что планы были одни, но навигатор повел по другой дороге, потому что там была какая-то ремонтная работа, пришлось объезжать, и не показалось самого интересного, но я чуть позже, может, об этом, когда уже дома доеду, расскажу. Ну что, вот я и приехал домой. Дорога, конечно, умотала. 3 часа ехали во Вроцлав. 2 часа возвращался обратно. По пути у меня за компьютер запищал, закончился тосол, уровень упал. Пришлось заезжать на заправку в каком-то селе, покупать тосол, доливать. Вот, но при этом провел 2 часа стрим практически, пока ехали. Вот, тоже он останется в записи, так что можете посмотреть. И вот так вот выглядит моя машинка сейчас. Что хотел показать и чего не получилось. К сожалению, ту дорогу, по которой я хотел ехать и что-то вам показать, сейчас расскажу. Она была... Короче, меня навигатор повел по другой дороге, потому что я еще на память не знаю эту дорогу. Вот. Там, короче,
длинная-длинная асфальтная дорога, по бокам растут деревья, и такие есть небольшие съезды. И на этих съездах стоят девочки, работают. Не поверите, я думал, что это практически невозможно, по крайней мере, в европейской стране, в Польше. Вот. Но они все такие чумазенькие, как будто бы то ли цыгане, то ли, может быть, но индусы навряд ли, вот, индуски. Ну, короче, я хотел вам их показать, но, с другой стороны, это уже было поздно, это 8 часов вечера, мы уже возвращались, и сейчас уже сколько? Сейчас уже 20 минут 9 вечера, вот, поэтому я думаю, что в следующий раз я еще вам обязательно это покажу. Вот, и сейчас будем распаковываться и потихонечку переносить оставшиеся вещи, то, что не догрузили, домой. Вот, и, может быть, дома еще что-нибудь там расскажу, покажу. Возможно, ролик получился достаточно коротким. Подозреваю, что особо нечего было снимать, так как, я же говорю, было запланировано совсем одно. Оказалось чуть по-другому, но самое главное, что машину поехал, забрал. Вот, и в этом была главная интрига, по сути, всего ролика. Вот, я ездил во Вроцлав, забрал свою машину, повторюсь в очередной раз. Вот, сейчас я уже наконец-то дома. Дорога во Вроцлав у меня заняла 3 часа, и обратно около 2 часов. Плюс еще работал сегодня, немножко устал по дороге, пока ехал, еще стрим сделал почти на 2 часа, вот, поэтому тоже немножко умотался, тяжело было и концентрироваться на дороге, и читать стрим, хотя навряд ли, конечно, кто-то до этого момента досмотрит, вот, но поделюсь. Спасибо всем большое, очень был рад, что поучаствовали на стриме, те, кто заходил, вот, и у меня есть Telegram, подписывайтесь, там будут анонсы, вот, подписывайтесь тоже на канал. И будем показывать не только какие-то поездки где-то за городом или по городу, но и планирую тоже на какие-то выходные на этой новой машине выехать куда-то на природу в виде такого комби автомобиля мини-кемпера. Вот. Я думаю, будет интересно. Будем разнообразить теперь свой контент. Так что, если кому интересно, подписывайтесь, оставайтесь на канале. Вот. Не знаю, может быть, покажу еще завтра-послезавтра какую-то свою работу. Ну, вот, потому что у меня здесь тоже в работе намечаются небольшие изменения. Так что тоже возвращаюсь к паянию оптоволокна. Так что, может быть, покажу еще тем, кто не видел и не знает, чем я занимался раньше. Вот, я потихоньку возвращаюсь в свое направление, то, чем занимался раньше. Так что пока на этом все. Сегодня уже вечер, буду отдыхать. До встречи.